В далеком 1945 году будущему народному художнику, 17-летнему Афанасию Осипову, пришлось проделать длинный путь, чтобы добраться до Москвы. Ничто не могло помешать желанию стать живописцем, даже дорога длиною 27 дней. После победных майских залпов атмосфера в стране была на редкость эмоционально приподнятой. Как вспоминает художник, доброта и отзывчивость во всем, даже между совершенно случайными попутчиками. Может быть, война, ее тяготы и лишения, считает художник, по-новому сблизили людей. Москва на 10 лет учебы стала отчим домом, а его университетами были художественная школа при институте, затем сам институт имени Сурикова и Третьяковская галерея. При первом посещении Третьяковской галереи Афанасия Осипова заворожила картина художника Александра Андреевича Иванова «Явление Христа народу». В основу этого грандиозного полотна была заложена мысль «человечество на перепутье из физических сил в духовные». Кстати, над этим полотном художник Александр Иванов работал на протяжении 20 лет, и прежде чем оно увидело свет, им было выполнено свыше 600 этюдов с натуры. Вот так героически работали мэтры изобразительного искусства XIX века. Изучая творчество этого мастера, Афанасий уже тогда понял, что для овладения художественным ремеслом необходимы кропотливый труд и умение правильно организовать творческий процесс. Годы учебы прошли незаметно, и Осипов в 27-летнем возрасте успешно сдал дипломную работу под названием «Изгнание шамана». Искусствовед и член-корреспондент Российской академии художеств Иннокентий Афанасьевич Потапов об этой картине напишет: «Мрак в юрте, свет камелька и больная на нарах. Картина вся выдержана на контрастах – композиционном, светотеневом, цветовом. А психологическим узлом всей сцены стал поединок взглядов, столь характерный для картин тех лет с подобной социальной проблематикой. Афанасий Осипов, получив диплом, в 1955 году вернулся на родину. Этот год для Якутской республики был знаменателен многими событиями и трудовыми успехами. В январе 1955 года впервые открылся пассажирский автобусный маршрут из Якутска в село Майя Мегино-Кангаласского района. В газете «Социалистическая Якутия» писали, что охотники Оленёкского района сдали пушнины на сумму 1 170 000 рублей. Рабочие Сангарского угольного рудника свою 5-летнюю норму выполнили за 2,5 года. А коллектив золотодобытчиков снизил себестоимость продукции, сэкономив 4 миллиона рублей и досрочно выполнил 5-летнее задание за 4 года. Ленским речным пароходством было перевезено столько грузов, сколько за всю 60-летнюю дореволюционную историю судоходства на Лени. В это время в Якутске приступили к строительству здания филиала Академии наук. Это будет самое большое сооружение в столице республики, писали газеты. Не отставали строители в использовании новых технологий, стали появляться дома, собранные из шлакоблоков. Также в республике широко развернулось социалистическое соревнование животноводов. По итогам года 515 доярок получили более чем по тонне молока от каждой коровы. Впервые в колхозах 7 районов были созданы зверофермы, где выращивали голубых песцов.
а многолетний труд советских геологов увенчался блестящей победой. В глухой якутской тайге были открыты коренные месторождения алмазов. Такими успехами встретила молодого художника Якутия, а его впереди тоже ждали открытия и творческие победы. Далее был 1957 год, который стал знаковым в истории Северной Республики. Впервые в Москве состоялись Дни якутской литературы и искусства. В газете «Советская культура» писали, что выставка якутской книги в Москве является одним из показателей расцвета культуры Якутской АССР. В здании Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко состоялась премьера первой якутской оперы «Нюргун-Ботур». Якутия, не знавшая прежде никаких сценических искусств, вышла на сцену прославленных московских театров. Кроме того, была организована выставка изобразительного искусства, на которой были представлены картины якутских художников, и среди них была работа молодого художника Афанасия Осипова «Изгнание шамана». С тех пор прошло более 60 лет. Где же художник черпает свое вдохновение? Скорее всего, в дальних странствиях и путешествиях. И нам посчастливилось найти редкие кадры кинохроники, сохранившиеся в фондах НВК «Саха». Вглядываясь в лица оленеводов, нам удалось узнать образ одной из героинь Афанасия Николаевича. Суровый стиль – так называли в советские времена работы, где были запечатлены образы из народа со стойким характером и умением жить на северных просторах страны, несмотря ни на какие условия труда и быта. Первая поездка художника на арктический север состоялась в начале 1958 года в стойбище оленеводов Нижнеколымского района. Впечатлений от кочевья хватило на многие годы творчества. И не раз художник возвращался к своим героям, чтобы вновь и вновь черпать новые эмоции и яркие впечатления для будущих работ. Самое главное по северной тематике – это, конечно же, олени, это люди, да. И сам Афанасий Николаевич, он, когда пишет свои картины, он видит оленя и людей, которые там живут, как одно целое. Поэтому его работы, они как-то вот пропитаны именно вот каким-то эмоциональным, да, замыслом и какой-то жизненной мудростью. И, конечно же, у него очень много эскизных работ. И здесь уже приезжал в Якутск, и после этого как бы уже оживлял свои эскизные работы, и появлялись такие вот красивые, да, живописные работы. Очень много работ, конечно же, по этой северной тематике, но они начинаются где-то с конца 50-х, где-то вот 65-х работ, да, года. И он очень любит сам, когда вот приходит сюда, и каждый раз заходит сюда и рассказывает, конечно, вспоминает с теплом, да, именно ту поездку в Заполярье, и именно как он кочевал с места на место, да, по тундре, и какие люди ему встречались на его пути, и как он потом с ними, да, далее уже не терял контакты и, конечно же, продолжал общаться. Нынче я написал вот портрет двух женщин. Вот эта женщина такая труженица, которая живет в очень трудных условиях. В тундре всю жизнь прожила. Это из Момского улуса, поселок Саасыр. Она мать-героиня, родила 10 детей. Притом 10 детей все родила в палатке с железной печкой. И вот старший сын рассказывал, как она вот в этих случаях, значит, как отец поступал, как он грел воду, как занавес завешивал, и как появлялся ребенок. Трудно себе представить, насколько приспособлены эти люди, и все 10 детей у нее живы, и работает около нее. Она вот является вот охранительницей этого очага, кочует со стадами до сих пор. Это 70 с лишним лет на оленях, зимой и летом, в палатке живет.
Это женщина, перед которой я просто преклоняюсь, образ которой Мария Семеновна Слепцова. Есть матери в таких, особенно глубинах, вот, особенно вот эвенские семьи, юкагирские семьи в тундре, с которыми я качал. Просто я поражаюсь перед этими женщинами. Не то, что они вот в труднейших условиях рожают, воспитывают детей, все обшивают, все. Видите, как она шьет красивые вещи, все, и все из натурального меха, из ровду и так далее. Я вспоминаю свою бабушку также. Целыми днями она вокруг этих самых мехов, в окружении этих самых заячьих шкур, беличьих шкур сидела, всех обшивала. Тогда же все было, детская одежда, мужская, все было из натурального меха, все должны были одеты быть. Именно очень притом красиво она шила. Прекрасная мастерица была и по шитью одежды, берестяных вещей и так далее. Так что женщины-труженицы у нас это люди, которым надо ставить памятник. Кстати, Афанасий Осипов очень, да, во многих работах описывал маленьких детей. Они, конечно, вырастают и приходят сюда и, конечно же, наблюдают, да, смотрят, вот это вот она, вот это вот моя родственница, да, вот в таком русле. Самое удивительное то, что вот Афанасий Николаевич, он сохранил вот эту вот ту эмоциональную составляющую, да, на тот момент, когда писал картину, когда писал портрет оленевода, допустим, да, и когда вот смотришь на картину, на каждую картину, ты уже начинаешь понимать, о чем он думает. Северные циклы художника стали своеобразным откровением в российской школе живописи 50-х-60-х годов. В этот период мало кто создавал работы, связанные с традиционным укладом жизни северных народов. Поэтому некоторые полотна художника находятся в художественном фонде Российской Федерации и в картинных галереях разных городов России. В судьбе художника поражает то, что он изначально свой жизненный путь хотел связать с профессией охотоведа, учился в кооперативном техникуме, но искусство оказалось превыше всего. Спустя годы художник скажет: «Я счастлив, что любовь к профессии художника началась у меня в детстве с любви к земле и природе родного края». Я свое детство помню с 4 лет, поскольку я помню, как родился мой брат Сафрон, как он кричал, как я испугался его, увидев первого, и как мать выкармливала, как ее нянчили и бабушка. Потом я стал с ним уже вместе играть и так далее. И когда не было матери, куда-то уходила, нам было скучно. Вот я вспоминаю зимние вечера, куда-то уйдет с соседям или куда-то, и нам становится так грустно, ждем, когда мать придет. Как мать приходит, как будто свет наступает в этом доме, светлее становится, и все становится на свои места. Даже когда я был большим, я всегда чувствовал вот заботу матери. Когда я учился в Москве, приезжал через 2-3 года на каникулы, как она заботилась обо мне. Я чувствовал ее тепло, ее отношения теплые. И когда я даже закончил уже институт, был уже художником известным, значит, при ней я работал, значит, писал своих соседей там в Улусе, Мытахе, еще где-то. И многие приходили и говорили: «О, что-то очень мазисто, как это, близко подойдешь, ничего не видно». И мать заступалась, говорит: «Ничего, еще погладит, он поглаже будет делать». «Клак кайде валлади» по-якутски. Говорит, так это я запомнил. Это ее такое отношение теплое. В настоящее время мастеру изобразительного искусства 89 лет.
В картинной галерее Афанасия Осипова можно увидеть его самую первую работу в жанре портрета. Здесь будущему художнику всего 24 года. И, конечно же, стоит отметить его портретные работы. Ну, портретные работы, они своей, да, техникой не очень, конечно, сложные, но Афанасий Николаевич, он мастерски умеет передавать не только образ, но и передает характер человека. Да? Таким образом, его работы, большинство работ становятся такими знаковыми. Одна из таких сильных работ — женский портрет Таси Александровой 1955 года. И вот эта работа, она была выставлена в Иркутске в зональной выставке, и благодаря вот этой картине, можно сказать, да, его приняли в член Союза художников. Уникально тем, что чувствуется именно характер девушки, какая она спокойная, умиротворенная. Эта работа носит необычайную, да, вот какую-то силу, можно сказать, как будто бы общаешься с человеком. В жанре портрета художник не замыкается только на своем герое. Как пишет искусствовед Иннокентий Потапов, в этом художественном мире обнаруживаешь удивительное разнообразие человеческих характеров и судеб в их глубинных связях с родной природой, равно как со своими историческими и народными корнями. Пейзаж, на фоне которого сидят народные писатели Якутии, можно считать эпическим, ведь именно долина Туймада объединила судьбы этих людей и вывела их на творческий путь. На этом трехмерном полотне художник символично показал прошлое, настоящее и будущее, то, чем являются для своего народа эти почтенные мудрецы. А в этой работе автор показывает, как органично вошли в современную жизнь древние традиции и обряды народа Саха. Эсэх по своей сути стал объединяющим началом для всех народов, населяющих Север. Это полотно до сих пор притягивает внимание зрителей тем, что героями художника стали известные в республике люди. Для Афанасия Николаевича природа была и есть не только мастерской. Это храм искусства, где он открывает тайны мироздания и делится своими откровениями. Любовь к силе, да, как говорится, к горам у него началось не сразу, не с детства. После окончания института он приехал в Якутск, поработал в художественном училище. После этого он поехал в Заполярье, то есть северный край Якутии, и увидел, конечно же, там удивительную, да, силу, именно вот какую-то вот волшебство, наверное, да, гор. И с тех пор он уже начал вот, до последнего рисовать горы. Получается, горы он начал рисовать вот наши, это среднеколымские, да, Мумские горы. И, конечно же, горы местности, ну, скалы местности Киселях. И вот после этого уже он начал, да, ездить по всему миру. То есть у него очень много тем по этому поводу, да, по этой тематике. И он писал в Гималаях, то есть самую высокую гору Эверест, да, местные его называют Чумалунгма. Рисовал горы Франции по всей Европе, то есть горы Испании, Черногория. Очень красивые, сильные работы тоже. И, конечно же, не раз он ездил по Альпам. У каждой страны есть серия работы. То есть он не пишет, да, с одного раза, да, ракурса одно и то же, да, то есть он ищет какую-то, не знаю, может, хочет разгадать какую-то тайну, да, как будто бы, что он хочет изучить вот все это, да, почему у него вот именно такое стремление к горам, хочет рассказать, может, возможно, об этом всему миру, да, что. И мне больше нравится эта картина, конечно, нашей республики. Допустим, вот картины с местности Киселях. Есть очень много картин, и особенно нравится, конечно же, картина «Идущие скалы». И художник, конечно же, выбирает особенные какие-то, да, ракурсы, у него особое видение по этому поводу. И картины, скалы сами, да, они как бы раскрываются. И человек, даже не зная всю историю, да, вот этой картины, сразу начинает себе вот представлять вот эту вот особенную, да, какую-то атмосферу этого священного места. Я когда попадаю в эти края, как бы раскрепощаюсь. Уходит
вся шелуха от нашей повседневной жизни, всякие ненужные собрания, какие-то юбилеи, бесконечные какие-то политические какие-то баталии, разговоры. Я живу один вот среди этих гор, вот на этой вершине я в прошлом году жил, в этом году вот на этой вершине жил, в палатке с железной печкой. Вот там ты познаешь и себя, и мир. Вот там и рождаются и замыслы творческие, и как бы и мысли свои о житие-бытие, вот для чего человек, мир этот появляется, для того, чтобы только прожить свою жизнь или что-то создать, что-то оставить после себя. Это и должно каждого человека беспокоить. Природа, во-первых, да, у нас сама удивительная, да, удивительная своей красотой и необычайной, да, какой-то необычайными явлениями. У нашего художника Афанасия Николаевича, конечно же, есть. Их таких моментов очень много явлений. Он сам рассказал однажды вот один, да, в палатке с планером, с этюдником, да, писал пейзаж и поднимает голову, а там вокруг солнца возникает солнечное озарение. И он сам говорил, что более 2 часов сидел даже, можно сказать, не моргая, да, чтобы запомнить вот эту вот всю световую гамму, чтобы потом уже писать и показать миру. Работа с таким явлением у него постепенно уже стала программным, то есть очень много картин тоже имеют вот такие вот красивейшие, да, явления природы. И одно из них, конечно же, самая сильная его работа, как мне кажется, это «В ауре космоса». Очень такая тоже масштабная картина. Там солнце, да, и вот наше уникальное, да, вот умение художника увидеть в природе, да, то, что мы не замечаем. И только после того, как художник написал, показал, после этого уже начинаем поднимать голову и наблюдать небо, солнце, то, что вот постоянно нас окружает. Глядя на картины Афанасия Николаевича Осипова, приходишь к мысли, что мастер верен своей теме, и чем быстрее летит время, тем дороже сердцу эти образы, пейзажи и эпические полотна. В них отражено уходящее время и его прекрасные мгновения. Это поистине монументальная летопись Якутии. В науке есть понятие фундаментальные исследования и прикладные исследования. Если это понятие перенести в область искусства, то у Афанасия Николаевича, я думаю, как раз фундаментальное художественное исследование жизни народа. Он берет самые основные, характерные моменты в жизни своего народа, его труд, его праздники. Если портрет, то это коллективный портрет, как правило, он берет коллективный портрет, скажем, деятелей культуры, или целый праздник ИСЭХ. В общем, какие-то фундаментальные ведет исследования народной жизни. Это, я думаю, приходит из его представления о большом назначении художника. Думал ли юный Афанасий Осипов из села Мытах горного района, когда добирался до Москвы, как сложится его творческий путь? Ответ, возможно, таится в следующем его суждении. В искусстве нет предела совершенству, и творец находится в постоянном поиске, а это и есть главное призвание и счастье художника.